Ох, обормоты. Вон, на воле гуляют. Прикупил доски, ребята. Опа, вот смотрите, 50-ка. Это пол я буду менять. Пол буду менять. В общем, как я говорил, ремонт. А что ты-то лаешь? Решил заснять я одну приспособу, которую я сделал. И сейчас сходим в мастерскую, смотрим. Так, короче, вот я тут работаю в данный момент. Много чего я тут делаю, конечно. И решил вот такой сделать. Такую приспособу. Ну, дай, думаю, поснимаю, покажу. Может, кому пригодится. Обычный дрель. И вон сколько мелких опилок у меня тут на полу. Как его. Как пыль. Пыль опилочный. И, ну, я делаю некоторые изделия, скажем, из дерева. Мастерю. И надо шлифовать. Шлифовать. Береза, вот такая береза, полено, материал. И из этого березы я делаю топорище, скажем, или еще. В общем, занимаюсь своим делом. И много надо шлифовать. Сперва надо колоть, там рубанком работать, а дальше уже надо шлифовать. Сперва я шлифовал шкуркой, вот такой шкуркой. Все мои инструменты тут. Вот такой шкуркой. Шкурка изнашивается, неудобно. Руки устают. И, короче, потом я такой лепесток. Такой лепестковые шкурки. И вот сейчас вкратце покажу, как она выглядит. А выглядит она как? Кусок ДВП с диаметром вот этой шкурки я обрезал. Дальше я положил этот, как сказать, не положил, а также диаметром ДВП срезал обычный войлок, плотный войлок. Вот. Можно старые валенки, если толстые валенки, упругие валенки есть, или просто обычный войлок. Дальше я прижал такими 6 болт, 6 на 50 на обычный вот так. Там шайба, здесь 2 гайки, и тут тоже шайбы. Короче, прижал жестко прижал. И сюда, вот сюда пришил этот липучку. Там можно купить где-то в магазинах или еще. Но обычная липучка, вот сейчас много вещей продают там на липучках. И этот болт не мешает, он, как сказать, так я затянул, что он как в яме получается, как в яме. И вот этот лепесток, скажем, вот так, вставляешь и все, у тебя получается вот такая штучка. Чуть-чуть неправильно. Вот так. Изнашивается, можно поменять. Но у меня уже в розетке. Ну, я сейчас еще включу. Беру вас в этом детале. Все шлифует. Все четко шлифует. Немножко вибрация есть, потому что центровки нету, и дрель у меня старенький. Прикрепил вот на 2 таких полоски. И центровки нету, и сам по себе уже люфтит все. Дрель старенький, вал такой уже изношенный вообще. Сколько уже на нем работал. Видели, как четко все шлифует. Очень гладкий, но зависит тоже от зерна. Здесь мелкое, можно покрупнее, еще поменьше. Вот так.
Короче, можно наждачный круг такой приделать, небольшой, чтобы поточить там нож или еще. Так что имейте в виду, из обычного дриля можно сделать такую шлифовальную машину, самодельную. Так же, в принципе, продает такие насадки. Но тоже стоит денег, там рублей 500 на не меньше. А здесь у меня ушло кусок ДВП, кусок войлока старого и липучка. Все, 2 болта по 2 рубля. 1 болт и 2 гайки, то есть 2 шайбы. Ну, 5 рублей получается. Можно шлифовать любые бруски любого диаметра. Сперва, конечно, рубанком все, как его обработать рубанком, а там уже остальное шлифовать на такой шлифовальной машине. Конечно, чуть-чуть центровки нету. Все меняется. И еще, вот, скажем, этот можно сделать из фанеры, но он будет упругой. А войлок, он, вот, смотрите, прижимается. И когда ты бруском ты работаешь, он, ну, видно, что прижимается. Это намного лучше. Так что, чем мягче, можно резину или ленточную пилорама, там ленту. Тоже нормальная получится. На данный момент я сделал уже сколько я здесь. Вот смотрите, по опилкам уже видно, что я немало уже тут я шлифовал. Вот так. И ну все вроде показал, поделился своим изобретением. Но это не новость, это в интернете, наверное, тоже есть такое, но решил, сделал, показал. Всем удачи.